Ну и в продолжении утренней нашей программы гостья студии, жительница Камрата, студентка Камратского государственного университета Эвелина Николаева, которая расскажет о своей деятельности, о взглядах, о творчестве и создаваемом контенте. Эвелина, доброе утро. Доброе утро. Настроение? Отличное настроение. Желаю вам всем доброго утра. Спасибо. И вам также. Ну, вначале хотелось бы, конечно, чтобы вы чуть-чуть рассказали о себе. Меня зовут Эвелина Николаева, мне 20 лет, скоро вот 21 год исполнится. В этом году я заканчиваю университет, лицензиат, и поступаю на магистратуру, учусь на бухгалтера, на кафедре бухгалтерского учета и финансов. Работаю по профессии. И дополнительно я занимаюсь созданием контента, видеороликов для различных магазинов, различных страничек в нашем городе и не только в нашем. Я также знакома с контентом, создаваемым вами. Что заинтересовало? Мне так показалось, что вы очень любите свой город, и вот отдельные уголки вы обязательно запечатлите, либо на разные тематики, видео, контент у вас существует. Что вдохновляет вообще на создание видеоконтента? Вообще, изначально я не совсем понимала, в какой сфере хочу двигаться, пробовала все. И я поняла, что я большой любитель и ценитель красоты. И какой самый такой оптимальный способ запечатлеть эту красоту? Я решила, что это создание видео. Тем более это начало набирать популярность очень сильную в последние годы. И я решила попробовать. Я поняла, что у меня это в принципе неплохо получается, потому что был огромный отклик и от аудитории, и заказов было множество. И вот создаю контент, создаю контент на разные тематики абсолютно, и в том числе и на народные тематики тоже. Вот у нас недавно, чуть позже, думаю, покажет видеоролик был с одной очень приятной девушкой. Она шьет гагузский костюм, гагузский, молдавский, национальный. У нас была очень интересная съемка, мы снимали вот эти вот костюмы. Это для меня был новый опыт, но он очень интересный, очень такой позитивный, мне понравилось. Снимаем все и для университета, и просто эстетичные видео для страничек. Завлекаем внимание аудитории. Ну, давайте некоторые из них мы с вами посмотрим, комментарии, конечно же, попросим. Но трудно хранить злобу в сердце, когда в мире так много красоты. Иногда мне кажется, что я вижу ее всю, и это становится невыносимо. Мое сердце наполняется ею, как воздушный шар, который вот-вот взорвется. И тогда я расслабляюсь и перестаю сопротивляться ей. И она просачивается сквозь меня, подобно дождю. Цвета белые, красные, цвета весны. Мы также привыкли, да? Весна у нас начинается с марцешора, это символ чистоты, белый цвет. И, конечно, красный символ – это тепла, любви, весны. То, что присутствует в вашем образе. Тематично, да. В этом была и задумка. Хотелось передать все эти яркие краски весны, находясь именно в Камрате, потому что многие считают, что если ты живешь в маленьком городе, где не особо развита вся архитектура, невозможно найти красивые места и вообще извлечь из этого что-то красивое. И вот таким видеороликом я показываю, что красоту можно видеть абсолютно везде и во всем, нужно просто вот присмотреться тщательно к этому. Ну а если присмотреться к этому ролику, это девушка сама весна, сама солнце, это весенние тюльпаны, это отличное настроение, это прогулки по нашему городу. Идея создания данного ролика. В плане, как создавалось, как пришли к этой идее? Идею вы придумываете? Идею придумали мы совместно с... У вас помощник? Ну как? У меня очень много подруг креативных, которых я часто беру с собой. И, соответственно, не просто иногда в качестве помощников и подруг. И часто я им могу заплатить за то, что они мне помогают, потому что я считаю, что любой труд должен быть каким-то образом, но оплачен. Вот. И
Данную идею мне посоветовала девушка, с которой мы сотрудничали вот на тот период времени. И взяли цветы в цветочном, нам предоставили девушки для видео. Мы сделали вот соавторство совместно со всеми, кто принимал участие. И получилось такое красивое атмосферное видео. Как подсказка к тому, что мы сами создаем себе настроение, и только мы творцы вот всего того прекрасного, что происходит вокруг нас. А вообще основная цель тех видео, которые вы снимаете? Они не всегда преследуют какой-то смысл, какую-то определенную цель. А иногда это просто какой-то атмосферный, красивый контент, который радует глаз. Вот мне хочется преследовать ту цель, что вот человек приходит, допустим, расстроенный, как-то открывает телефон, и он видит вот эти вот яркие краски, у него невольно поднимается настроение, как одна из идей контента. Есть, конечно же, экспертные видео, где мы рассказываем и показываем полезную информацию. Есть видео, которые мы снимаем с университетом. Они, конечно, тоже юмористичного характера, но они показывают вот эту вот сплоченность между студентами и преподавателями, и о том, что в университете можно не только учиться получать знания, но и очень классно провести время. Это, наверное, сейчас будет то видео, о чем вы говорите. Да. Артем же в казак запал, ну чё на нее запал? Кого ты такой болван? Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишу. Маленькое видео, и тем не менее со смыслом. Да. Это ваша группа? Это наша группа. Это группа бухгалтеров и финансистов. Там несколько курсов. И наш декан. Мы хотели этим видео показать, что какая бы проблема ни произошла у студентов, любой преподаватель и декан, и вообще, в принципе, любой человек, который учится, который обучает в университете, придет на помощь, поможет, подскажет, решит что-то за нас. Вот. Это основная идея этого видеоролика. Эвелина, а вот респонденты в данном случае, образы, которые в вашем видео засняты, они всегда идут на контакт, всегда с удовольствием становятся артистами вашего видео? Да, наши преподаватели часто сами предлагают что-то снять. Допустим, вот остается время после пар, там, когда никому не нужно никуда спешить. Мы заходим после пар там, либо в деканат, либо на кафедру, какие-то моменты обсудить с преподавателями, касаемые учебы. И есть какая-то идея, допустим, у преподавателя. Он предлагает, никогда не было такого, чтобы кто-то был против. Если у меня есть идея, я предлагаю, мы снимаем в тот же день. Проблем не возникает обычно. Если преподаватели согласны и тем более обращаются за видеоконтентом, да, то я думаю, что молодежь тем более активно и с удовольствием увлекается. Всем это интересно, потому что это вот как раз сейчас то время, когда за счет контента можно очень сильно развить и распространить абсолютно любую тему, и в том числе тему университета, университетских будней. А какова она жизнь сегодня в университете? Очень много споров я слышала на этот счет, касаемо того, что кому-то, может быть, там неинтересно посещать не в принципе университет, а учиться. Учиться. Я считаю, что интерес можно найти абсолютно во всем, если есть желание. У нас университет очень часто предлагает различные выезды не только по Молдове, то есть там в столицу и все такое, но и за границу. Очень многие студенты едут, практикуются, получают новые знания, опыт. Очень много мероприятий у нас проходит внутри университета. Он тесно сотрудничает с Теквилом. И я сама тоже очень часто посещаю эти мероприятия. Они действительно интересны. То есть даже если ты не получишь какой-то информации, ты в любом случае извлечешь что-то интересное для себя. И если хотеть, если пытаться что-либо делать и искать, то ты найдешь в любом случае. Преподаватели очень добрые на самом деле. Идут всегда на контакт, всегда помогают. Если возникают вот проблемы, как я уже говорила, они быстро очень решаются обычным диалогом. По крайней мере, я никогда не была участником каких-либо конфликтных ситуаций в университете и никогда не видела эти конфликтные ситуации. Поэтому я могу утвердить, что вот
такого нет на моем опыте. То есть, если студент, он хочет учиться, если хочет запомнить эти годы студенческие веселыми, полезными, надо быть активным. Да, правильно? Безусловно. Надо иметь желание, да, и не только в университете, принимать участие да, и в мероприятиях, вовлекаться всюду везде. И потом, когда ты уже принимаешь участие в каких-то мероприятиях, и преподаватели или какие-то другие люди, которые также принимали участие в этих мероприятиях, видят твой интерес, они впоследствии тебе будут предлагать какие-то другие тоже встречи, конференции, потому что вот у меня так случалось, мне предлагали, я уже смотрела по своему графику, если успеваю, то я обязательно посещала вот все, что мне предлагали, куда поехать, куда прийти. Ну, еще один видеоконтент, которым вы поделились, это тематика национальных костюмов, да. То, о чем вы говорили. Sen istersen yepleme, anlatırsa yepleme, gidi çiçek silkeme. Dalda çiçek güzel kofer, yüreğim senin için kofer. Yepleme bir kere olur, anlatlayan kahır dolar. Dalda çiçek güzel kofer, yüreğim senin için kofer. Yepleme bir kere olur, anlatlayan kahır dolar. Ну, видео на самом деле впечатляет. Оно хоть и коротенькое, но несет свой смысл. Тут и узоры видны, и стилистика, и костюмы. И Там было несколько видео. Я просто выбрала такое самое, которое затронуло вот несколько национальных костюмов. Так мы делали акцент на каждый. Прекрасная девушка Виктория, она меня позвала, пригласила поработать совместно с ней. Я вообще не раздумывая согласилась. И извлекла из этого очень ценный опыт, потому что, как вы заметили, там были разные возраста детей. С каждым было интересно поработать, пообщаться, понаблюдать за поведением, за тем, как они раскрываются в этих национальных костюмах. И сразу чувствуется вот этот вот дух патриотизма. Ну и, конечно, вы как автор, получается, показывая образы в национальных костюмах гагаузских, еще и песню гагаузскую подобрали. Да. Это важно в создании ролика? Я считаю, что очень важно правильно подобрать сопровождающую музыку к видеоролику, потому что она еще больше раскрывает тот смысл, который ты хочешь заложить в свое творчество. И вот в данном случае эта песня, как никакая другая, подошла и вот как раз-таки показала то, что наравне со всеми вот этими костюмами у нас еще присутствуют очень замечательные гагаузские песни. Угу. Какие реакции людей на ваши видео приходится, не знаю, в сообщениях вычитывать, либо слышать? Очень много реакций на видео. Я поняла, что меня начали, в принципе, и в городе узнавать. Когда я прохожу, люди, видимо, подписаны либо на меня, либо на те страницы, в которых я участвую, создаю контент. Очень много откликов. Людям нравится, людям интересно за этим наблюдать. И не только что касаемо меня, но и что касаемо вообще любых классных, интересных видеороликов. И это получает огромный отклик, да, от людей, от аудитории. Особенно если это что-то связано вот с гагаузской тематикой. Людям это заходит намного больше, потому что я считаю, что в нашей Гагаузии очень развит патриотизм, и люди стремятся вложиться в него как минимум эмоционально. У вас есть определенные локации в городе любимые? У меня все локации в городе любимые. В каждой локации можно найти что-то красивое, что-то необычное. И важно просто правильно вот подобрать как ракурс, просмотреть все детально и уже дальше думать, смотреть. А что вообще вдохновляет на снятие видео? Ой, очень много всего. Что, например? Насмотренность. Вот я листаю какие-то видео в социальных сетях. Я вижу какую-то идею.
И у меня на подсознательном уровне эта идея откладывается. И я уже, опять же, на подсознательном уровне начинаю обдумывать, где можно было бы у нас в городе отснять что-то подобное, может быть, с ноткой своего личного там креатива. Вообще, любой комментарий от человека может меня вдохновить на какой-то видеоролик. Какая-то ситуация, неважно, будь она не очень хорошая или будь она замечательная, также вдохновляет на создание какого-то контента. То есть я тот человек, который любит вымещать свои эмоции вот в творчество. Ну, соответственно, творчество – это сейчас еще и один из вариантов моего заработка. Вот. Самые интересные моменты, которые, или неожиданные моменты, которые случались во время съемок? Неожиданно. Запомнилось что-то? Ну вот недавно, вот когда мы снимали видео в красно-белых цветах, было неожиданно, бабушка подошла и начала давать комментарии по поводу того, вот, что как лучше отснять, какой ракурс лучше подобрать, там, где красиво, где некрасиво. И мы к ней прислушались, да, но мы понимаем, что она это сделала с целью помочь. И было очень приятно, и было неожиданно на самом деле, что вот человек незнакомый просто подошел, там, спросил, что вы делаете, что вы снимаете. Устраивали акции мы совместно еще с одним магазином, дарили подарки. И не только мы, если вы видели, может, какие-то видеоролики, многие девочки это делали. Люди с огромным интересом смотрели за происходящим. Конечно же, стеснялись многие, потому что боятся некоторые люди появляться в кадре. Неважно, что это нужно говорить, не нужно. Вот. Но очень интересный опыт был. Люди тоже подходили, спрашивали как-то. Кто-то сам проявил инициативу отсняться в видеоролике. Было очень приятно. И если изначально мы испытывали такой некий страх, потому что это такой выход из зоны комфорта, пообщаться с незнакомыми людьми, подарить им подарок, то вот по истечению этой акции мы ушли очень довольны, очень воодушевленные. И хочется после таких ситуаций еще больше вкладываться, еще больше дарить людям вот позитив, добро, мир. А если перейдем мы на другую тематику, я знаю, что вы очень активно участвуете в конкурсах, связанных с красотой. Ну, вы сами отметили в начале программы, да, вам нравится показывать красоту, творить красоту. Будучи маленькой, вы участвовали в конкурсе «Мини-мисс Гагаузия», правильно? Да, да, да. В прошлом году весной, помнится, вы также поддержали мисс Гагаузию, конкурс, который состоялся в Чедерлонге. Да, я была одним из спонсоров, который дарил подарки. Ага. Частично в некоторых роликах вижу вас в роли модели. Вам это нравится? Эта любовь к красоте, она тянется с детства? Это то, с чем вы живете, либо это то, что вы творите и сегодня? Я думаю, что это тянется с детства, безусловно, потому что, когда я была маленькая, как и любую девочку, меня интересовали все эти красивые платья, туфельки, украшения. И мама, видя всю вот эту вот любовь, всю вот эту вот тягу и страсть к всему красивому, она решила меня отправить на детский конкурс. Я заняла первое место в Гагаузии, и нас отправили на конкурс в Украине. Там я заняла гран-при, и нас хотели отправить на конкурс в Россию. Но на тот момент времени я уже подустала от этого, потому что я была ребенком, а всем кажется, что конкурсы красоты – это просто выйти, покрасоваться и уйти. Но на самом деле за этим стоит очень большой труд, потому что очень много репетиций проводится, очень много вложений именно эмоциональных. То есть ты борешься со своим страхом, ты выходишь на сцену, ты показываешь себя, ты не стесняешься демонстрировать себя, как бы свои таланты. И ребенку 8-летнему, конечно же, это труднее дается, чем более взрослому ребенку. И на тот момент времени все, я сказала, что я больше не хочу. И потом еще пару лет проводились эти конкурсы, и в какой-то момент времени перестали проводиться. И вот в прошлом году молодежь, кстати, насколько я знаю, большая часть именно молодежи были организаторами конкурса в Чедерлонге «Мисс Гагаузия».
И меня пригласили в качестве одного из спонсоров. Я вообще не раздумывая согласилась. Было очень красиво. Было понятно, что в это вложено очень много сил и времени. Причем бескорыстно вложено. И девочки все были очень достойными, очень красивыми, очень талантливыми. Такого рода конкурсы, они закаляют? Могу точно сказать, что они закаляют. Они учат не бояться, не стесняться, показать себя, потому что мне кажется, что с этой проблемой, именно проблемой стеснения, сталкиваются очень многие люди, и они не знают, как с ней бороться. И как раз-таки вот этот вот выход из зоны комфорта, опять же, он присутствует везде и во всем, суметь побороть свой страх, представить себя, достойно представить себя, свою культуру, потому что, кстати, важно отметить, что в конкурсе присутствовал конкурс, касающийся именно гагаузской культуры. И, безусловно, закаляет и дает вот веру в самого себя и в то, что у человека может все получиться, если он этого искренне захочет. Что может привлечь молодежь остаться у нас в городе, в своем населенном пункте, у себя на родине? Я считаю, что очень важно сделать акцент на различных мероприятиях, которые затронут именно молодежь, потому что еще важно, в принципе, важно не столько проведение этих мероприятий, сколько истинное желание самой молодежи в этих мероприятиях участвовать. Потому что вот по моим наблюдениям мероприятия проводятся, но очень мало отклика они получают от молодежи, потому что люди считают, что нет никакого развития в нашем городе. И они даже не пытаются его найти, они не пытаются что-либо предпринять для того, чтобы что-то было. И каждый человек ищет легкий способ для того, чтобы самореализоваться. Я считаю, что самый качественный способ себя реализовать, самореализовать, это уметь вкладываться в то, что еще не делал никто. И если в нашей стране, в нашем городе уделить больше внимания не на то, что ты ищешь какие-то негативные, отрицательные моменты, а на то, что можно было бы создать, что можно было бы придумать, чем можно было бы поделиться с остальными, то развитие было бы на более масштабном и глобальном уровне. Вот. На ваше усмотрение, сегодня наша молодежь, она с какими трудностями сталкивается? Я думаю, что у нас не так много рабочих мест. То есть после окончания школы, университета молодежь в поиске работы, и не всегда они ее находят здесь. Это одна из причин, по которой они могут уехать. Кто-то уезжает на заработки, кто-то уезжает работать на постоянной основе и жить в другой стране. Мало у нас развлекательных каких-то центров, учреждений для молодежи. То есть было бы неплохо, как по мне, чтобы у нас был кинотеатр, чтобы у нас было множество... Они создаются, кстати. Я заметила, последние годы очень широкое развитие получила эта сфера. И дай бог, чтобы так и продолжалось. Если так будет продолжаться, если люди будут вкладываться и развивать то, что сможет удержать других людей остаться здесь, и тоже, чтобы у них проснулось вот это вот желание вкладываться, это будет очень здорово. Я считаю, что на очень высоком уровне уважения находится у нас сейчас гагаузский язык и гагаузская культура и традиции. К сожалению, не так много людей владеют гагаузским языком, особенно вот те люди, которые живут в городах. Потому что я, живя в Камрате, со мной с детства общались на русском языке, я также общаюсь на русском. Мне бы очень хотелось знать этот язык, но я понимаю, что чтобы его выучить, мне сейчас нужно приложить очень много усилий. И
как и любому человеку, который владеет гагузским на таком базовом минимальном уровне. Но какие бы мероприятия у нас ни проходили, ни одно мероприятие не обходится без того, что люди не затронут гагаузскую культуру, гагаузские традиции, гагаузские ценности. Вот даже у нас в университете, если проходит какое-то мероприятие, оно обязательно сопровождается гагаузскими танцами, гагаузскими песнями, какими-то гагаузскими клипами, гагаузским гимном обязательно. Поэтому я считаю, что у нас и учат ценить, и поистине ценят все, что связано с нашим родным языком и с нашей культурой. Эвелина, и ваши 3 совета, которые вы бы дали молодежи, которая хочет добиться успеха у себя на родине, в Гагаузии? Да. Ну вот, как я уже сказала, повторюсь, не ждать, что тебе предложат что-то, а самому искать, слушать свое сердце, а не то, что говорят другие, не то, что тебе желают другие. Если ты чувствуешь, что тебе хочется оставаться тут и тебе хочется тут реализовываться, то значит, значит тебе потребуется чуть больше времени, чуть больше усилий, но обязательно все получится. Потому что если желание есть, то обычно у людей с огромным желанием получается все. И верить в лучшее. Не только верить, но и делать что-то, чтобы стало лучше. Вот. Наверное, так. Спасибо, Эвелина, за интересную беседу. Вам желаю, конечно же, продвижения вашего контента. Спасибо. Будем следить за вашими видеороликами. Ну, конечно, удачной учебы в нашем университете. И спасибо нашей молодежи за то, что вы думаете в правильном направлении, за то, что вы остаетесь здесь, и за то, что занимаетесь тем, что вам нравится. Очень важно на самом деле пробовать себя в разных сферах, этим раскрываясь и делая успешным более себя и всех окружающих. Я с вами полностью согласна. Спасибо. Вам удачного дня желаем. А мне бы хотелось напомнить, что вместе с нами свое доброе утро начинала Эвелина Николаева, жительница города Камрата, студентка Камратского государственного университета.